Всем большой привет! Мы опять на реке, и сегодня первый день зимы, 1 декабря на календаре. В первую очередь хочу поздравить свою племянницу Варламову Людмилу с днем рождения. Этот день она родилась. Хочу пожелать счастья, здоровья на долгие годы и исполнения всех твоих желаний. С днем рождения, Людмила! Вот, но у нас тут ничегошеньки не меняется, несмотря на то, что температура минусовая, -8 сегодня. Наша река Печора. Так-то она стоит как бы местами, но огромные-огромные полыни на несколько километров. Ничего не меняется. Нужен очень большой мороз, градусов 30, наверное, чтобы промерзли эти полыни. Потихонечку, очень потихонечку с краю стягивает, но это ни о чем вообще. Так она будет до Нового года, если не позже, если такая температура будет. Вот. Сегодня приехали уже поздно. Вчерашний день пробовали ловить живца возле поселка. Ничего не получилось. Закинул раколовку. Сегодня проверил. В общем, смотрите сами. Закинул вчера раколовочку. Одну раколовку сюда и на ручье. Там закинул 5-литровую ловушку для мальков. Тут не знаю, воды еще очень много. Пробовал половить ершей на удочку. Что-то у меня ни хрена не получилось. Ерш не ловится. Вон мужики сидят с раннего утра, с темноты, штук по 10 ершей поймали, и все. У меня столько времени высиживать ершей нет. Сейчас посмотрим, что у нас влетело в раколовку. Раколовочка. Ну давай, не подведи. Нет. Один ерш. Один ерш только влетел, и все. Один единственный. Ладно, отпускаем. Подождем, когда вода упадет, и будет ловиться малек, ёрш и все такое. Как-то вот так. Всего один ёрш. Ну, поместился, получается, в раколовку. И малька тоже не получилось гальяна поймать. Все-таки сегодня, завтра еще порыбачим, может быть. Пока живцы немножко есть, запас. Ну, а потом, послезавтра, скорее всего, надо будет ехать на мост и пробовать ловить живца там. Проблема номер один — это живцы. Ну, взял червей, так что маленькие крючки будем насаживать червями, будем экономить, распределять, как-то выходить из положения. Все, погнали на проверочку. Что-то успеем по светлому. Основное, конечно же, придется уже проверять по темноте. Поехали. Морозы немножко облегчили мне задачу. Раньше я пробирался через кусты по берегу, по бурелому, что намного осложняло. Теперь вот я уже прошел сегодня вдоль берега, потому что здесь вода прибывала, все было сыро. Вы помните, да, вот жерди подкладывали. Теперь все это замерзло, вода падает, лед трещит, но даже если и провалиться, здесь возле берега не так и глубоко. Ну, в принципе, нормально, лед здесь толстый и пока держит. А потом со временем, я так думаю, река встанет. Вот что я включение-то сделал. Вон, следы выдры. Выдра приходила. Я так думаю, выдра, не норка же, наверное. Вот она. Там с полыни вышла. И здесь, где мы вот на первом
на первой палке поймали налима. Вот она здесь все ходила, вынюхивала там что-то. Видать, пахнет рыбой, кровью. Вон все здесь ходила. Так что вон она оттуда с открытого пришла вдоль палок. Если будет лунка, нефиг делать, она может нырнуть и съесть там рыбку. Или еще что-нибудь, вредитель еще то. Ну ладно, что, мы на месте. Идем до крайней палки, там у нас живцы. И начинаем проверку. Ну что, пошла проверочка. Отдолбил первые 3 палки. О, Господи, благослови. Вода остановилась, вода начала падать. Уже хорошо. Палки уже не висят, палки уже потихонечку их льдом вбивает землю. Здесь пусто. Это уже хорошо. Хоть будет немножко помельче, течение должно ослабнуть, а то слишком сильное течение. И будет проще, я думаю. Вон, лягушку никто не ест. Пока первая тройка пустая. Так, здесь у нас живчики. Перебрал большую тюрьму, где было больше 100 плотвиц и все такое. Вот сколько, ну штук десяток, может быть, осталось. Вот эти недавно сдохшие еле шевелятся, их тоже нацеплю на крупные крючки. Пока не побелеют, пусть болтаются. Так, а мальков, давайте мальков, наверное, тоже сюда высыпем. Немножко мальков еще осталось. Вот здесь они. И буду экономить. Взял с собой червей. Буду наживлять червями. Так, здесь у нас тоже пусто, плотва живая вон. Так, пока по нолям. Пока по нолям. Ну ладно, еще не вечер. Тут у нас 1 ёрш, 1 гальян и пару окуней и штук десяток плотвиц, наверное. И вот пару карасиков таких еле живых. Все пойдет в дело. И гальянчиков десяток, наверное, штук 15. Ну, наживляем, отпускаем, проверяем дальше. Так, эту тройку я еще проверю без фонарика. Ну, а дальше придется, наверное, фонарик включить, потому что наживлять уже плохо видно. Так, здесь пусто. Если на следующей проверке будет такая же пустота, переставлю эти палки к тем, где язи. Тем более, если сегодня они попадутся, 100% не поленюсь, возьму ледобур и поставлю на язевое место. Здесь что-то вообще глушняк. Здесь рыбы нет. Она вся возле берега. Вон плотва живая. Никто ее не хочет есть. Тропы налима здесь нет. Это точно. Опачки. Так, ну что, пусто. Сожрали плотву. Или слетела, да навряд ли. Тикс. Где наш крючок? Вот он там. О! Готова еще одна троечка палок. Сейчас посмотрим. Тут береговая зона. Может быть, что-нибудь да попало. Камушки. Налим любит камни.
Что-то есть небольшое. Что-то есть натяжечка. Плотва целая. Второй крючок пустой. Налимчик вот такой. Вот я же говорю. Возле берега камни. Где-то на полкило примерно. Так. Тихо. Тихо будь. Тихо. Тихо будь. Сонную таблеточку. Вот такой вот. Попал на червя, скорее всего. Или на малька. Одно из двух. Короче, на самый маленький крючок. Плотву не тронул. Средний крючок кто-то украл. Или он, или его товарищ. Ну вот. Начало есть. Энцкаден. Полкилошка как минимум. Точно. Почти на сковородочку. Еще один такой же и полная сковородка на лемятины. А у нас еще две палки. Еще ближе к берегу, так что особенно большая надежда на ту первую палку. Вообще хорошо работала. Так, ну что здесь? Так. Здесь лягушка у нас, квакушка. Лягушку никто не хочет есть. Почему-то. Так, вот на эту палку есть надежда. Палочка, выручалочка. Ну, выручишь, нет сегодня. Что-то есть. Пока есть. Натяжечка идет. Вон. Но не на плотву. Так. Был маленький, да подох. Вон. Тоже на последний крючок. Опа, язь. Язечек, дружочек. Возле берега тоже язи плавают, оказывается. Вот Энцкаден. Ну. И вот такой вот подох. Читал комментарий. Один диванный эксперт писал. Вот. Как не стыдно, ты таких маленьких берешь, не отпускаешь. Вот Костян таких отпускает. Ну вот смотри. Сейчас бы я вот отцепил, да, его. Поцеловал и сказал: иди, плыви, малыш. И что? Ну, вчера бы я проверил, отпустил, он также бы подох. Если заглотил, налим подыхает, так что не надо умничать. Мелкий налим — это живец для крупного, это во-первых. Когда мне он не нужен, я сотнями их выпускаю с озер на Печору. От них пользы по-любому больше. Я столько налимчиков мелких за 2-3 зимы не поймаю, сколько я выпускаю. Видать, не все серии смотрят и сидят там на диване, умничают. Вот Костян. Что на Костю все равняетесь? Река реке разница, регион региону разница. Если там налима хоть пруд пруди. Костян что, сделал одну черную дыру и таскает оттуда налима всю зиму. А если я одну дырку сделаю и буду сидеть всю зиму, ну поймаю я штуки 3-4, может быть, за зиму, а может быть и того нет. Так что не надо ни на кого равняться. Мы рыбачим на нашей реке так, как рыбачили наши отцы и дети. Не надо учить. Ученые уже. Все-таки стаж рыбацкий, если считать, что с отцом лет с 8 начал ходить, уже 44 года стажа у меня рыбацкого налима. Я уже чего-чего повидал всякого. Так что, думаю, вопросы исчерпаны. Мы ловим рыбу так, как ловили наши отцы и деды. И рыбачим мы на Печоре, а не на Енисее. И без рыбы не сидим. Есть налимчик, есть язёк. Этого дохляка коту или собаке скажет спасибо. Все. Вот 3 палки, 3 рыбки. И жареха, и язь. И это еще только начало. Впереди у нас, я так думаю, дай бог, поймаем не меньше
чем последний раз, дай бог. Готово. Еще троечка. Здесь тоже что-то нижний ряд не особо радует. Если нет, сегодня что-то есть, сегодня что-то дергает. Харюш, что ли? Нет, язёчек. Ну, только что поругали. И сразу язёчек. Подвязок. А вот Янцкадан. Не надо ругать, скажи мне. Не надо ругать. Я хорошая палка. Так. Хорошо. Янцкадан. Так. Ну а здесь будет язёк, нет? Здесь язя нет. И здесь язь не проплывал. Здесь вот ходила выдра. Были бы открытые лунки, она бы этого язя сожрала, возможно. Так. Вода перестала прибывать, начала падать, и мусора меньше стало. Травы всякой. Ну, здесь тоже пусто. Ну, один язёк на тройку тоже неплохо. Смотрим дальше. Приготовили еще троечку. Сразу видно, что вода падает. Палки. Аж в песок вошли сантиметров на 5 точно. Тишина. Тишина. Здесь тоже тишина. Та слабо бараку оскол монтируйте. Та не каніна мозло. А тут что-то есть. Язёчек, походу. Так. Он самый. Ну. Ах, вот этот уже хороший. Вот это уже красавец. Я уже думал, все, пустая тройка. Рано, как говорится, подводил итоги. Все отлично. Полезай в кузовок. Еще одна троечка готова. Ну, поехали. Смотрим, проверяем. Надежды не теряем. Есть что-то есть. Ух ты. Что-то. Язь. Хороший язь. Походу дергает. Да, раз. Еще что ли? Нет. Вот Янцкадан. Полезай в кузовочек. Так. Красавчик. Скоро ведро уже убирать придется. Так. Вторая палка. Давай еще язя. Опа. Ох, как засандалило-то. Так. Ну, здесь пусто. И вот третья палка. Рядом с полыней. Как мы видим, сейчас сделаю поярче фонарик. Вон. Полыня почти затянулась, которая была за 2 дня. Сегодня снежком припорошит.
И все, завтра этой полыни будет уже не видно. Если это все завалит снегом, это будет очень и очень опасно. Но мы про нее знаем и туда лезть не будем. Ну, смотрим, проверяем, надежды не теряем. Возле полыни будет язык, нет? Опа! Есть язык. Что-то есть. Есть. Опа. От Янцика на червячка попал он. Так что не зря с червячками вошкаемся. И есть результат. Ну вот. Язёвое место. И у нас еще там язёвый ряд тоже, наверное, пусто не будет. Так что идите сюда. Вот так вот. Молодцы, Янцкадан, молодцы. Хорошо. Так, ну что, дошли до язёвого места. Приготовили палочки к проверке. Опа-на! Поехали. Так. И здесь есть. Здесь нету. Ну вот тебе и язёвое место. Так, ну что, язёвое место. Опачки! Ни хрена не язёвые. Нету никого. Никого. Может, здесь? И здесь нету. Я слабо баравскую монтирует. И здесь нету. Опачки. А здесь что-то есть. Здесь что-то есть. Куда-то туда понесло вверх по течению. Опачки. Вот такой вот язёк. Все-таки удосужился. Полезай в кузовок. А ты еще поплавай. Еще плюс один Янцкадан. Есть. Язентий в Печоре есть. Попал на червя. Так, ну вот. Заключительные палки первого участка. На язёвом месте. Я так думаю, без язя мы здесь не останемся. Дай бог. Не знаю насчет налима, но язь, думаю, хотя бы одного, но поймаем на этом участке. Так, здесь уже что-то есть. Раз. Первый пошел. Вот он, Янцкадан. Раз. Так, взял на червя. Отлично. Так, корыто у нас там, потом заберем. Я же говорю, тут место язёвое, сюда. Вот, дотопали мы наконец-то до нашего второго участка глубокого. Приготовили первую троечку. Поехали. Опа. Ух ты, опять все зашуговано. Опять все зашуговано. Ну что, есть что-нибудь в этой шуге? Непонятно, вроде бы натяжечка есть. Язёвая.
Язёвая натяжечка. Опа! Красавчик, это не язь, это у нас хариус. Вот енцикадан. Ой, вкусняшечка, малосолочка у нас будет. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот харюзина. Красота. Он заглотил докудова. Все-таки червяк работает. Он до самого желудка заглотил. Не зря мы с червями мучаемся. Вот енцикадан. Такая красота у нас впервые пока. Отлично. Дай бог не последняя. Вот это мне нравится. Запах такой сразу. Ах, аромат. Вот никакая рыба так не пахнет, как хариус. Ну и на третьей палке что у нас? Третья палочка. Выручалочка. Да что такое? Когда эта шуга кончится-то? Опа! Что-то есть. Что-то дергает. Ясь, походу. Да, язентий. Еще один. Два яська. Оба два вот таких вот красавца. Енцикадан. Ну вот, хорошее начало. Хариус и два язя. 3 палки, 3 рыбки. Дай бог, чтобы дальше так было. Енцикадан. И, наверное, как мы поймали хариуса и 2 язей, наверное, не засняло, заглючило. На последних процентах почему-то появляется красный экран, звук пишет, а на запись видео уже мощей не хватает. В общем, 2 язя и где-то в хариус-то у нас. И вот там вот хариус еще, видите, да? Сейчас на подведение итогов, если батарейка хватит, последняя. Посмотрим. Ух ты, тут опять все зашуговано. Тут опять все зашуговано. Блин, когда же эта шуга кончится, а? Так, вроде бы там кто-то дергает. Вроде бы натяжечка есть. Язевая. Вроде бы что-то идет. Ничего нету. Леска есть, тоже зашугована вся. Пусто. Ладно. Осталась уже эта шуга. Так. Что-то 9-я GoPro задолбала глючить. Сильвер у меня был без сменной батареи. Так он работал вообще четко. На одной батарее хоть весь день снимай. Которую я утопил. Ух ты. Мы вышли из бухты. Так, что есть что-нибудь? Нет. Пусто. Так, ну вот. Еще 3 палочки приготовили. На глубине сибирских руд. Налимы на глубине не живут, получается. Зря мы их начали искать на глубине. Пусто. На мели возле берега весь налим. Ну, пока не попробуешь, не узнаешь. Так что попробовать надо было. Сейчас река все замерзнет, будем дальше искать налим, переставлять палки и все такое.
Никого. Никого. И еще одна троечка. Ну что, возьмем на всякий случай крючок. А вдруг? А вдруг? Чем черт не шутит? Ну, давай. Давай налим. Давай налим. Где ты, где ты, где ты? Где ты, где ты, где ты? Опа, ух ты, это что такое? Зацеп. Здравствуй, жопа, Новый год. Еще и зацеп, блин. Обрыв. Обрыв. Куда-то зацепились и что-то оборвали. Ну ладно. Что теперь? Оборвали так оборвали. Какая-то здоровая коряга. А может быть, налим был куда-то. Запутал. Обтопляк какой-то. Все может быть. Текс. Ну а здесь что? Опа! Вот такая глубина. Вот такая глубина. Здесь никого. Совсем никого. Понятно все с вами. Третий. Ну, здесь-то точно. Пятишка. Навряд ли. Навряд ли. Ну, что-то даже дергает. Это что? Это язь. Куда нам от вас деться? Куда нам деться от этих язей? Ешкин кот. Янцикадан хоть язь кормит, и то хорошо. Налима нет, хоть язь есть. Ну вот и последние две палочки. Если здесь налима нет, то сегодня уже мы его нигде не увидим. Вся надежда на эти палки. Глубина большая, течение. В общем, пока, конечно, мы здесь еще порыбачим, пока лед конкретно не стал, не окреп там, где мы хотели. Ну а потом, когда уже можно будет выехать на урагане, на лед, мы, конечно же, это дело переставим. Так, приготовим на всякий случай крючок. А вдруг нам повезет. Ну, Господи, благослови. Палка. Раз. Что там? Хо-хо-хо-хо. Ждали налима. Получите налима. Вот ваш налим. Живец. Значит, в следующий раз здесь 100% будет трофейный. Ну, или 99. Ладно, это потом распутаем все. Это мы все потом распутаем. Ну, крайняя, последняя палка. Ну, давай хоть здесь. Ладно, не 5, так хотя бы трешечку давай. Опачки. Не на месте опять, не на месте рыбачим, не на месте. Так, даже что-то есть. Даже что-то есть. Язёк, походу, да. Это язь. Еще и зацепился куда-то. Ну вот напоследок еще один язёк.
Об лед зацепился. Ладно, потом разберемся. Пошли подводить итоги. Малька сюда. О, налима сегодня мы так и не поймали. Ну, одного небольшого только. Зато язей. Зато язей. Сейчас мы вам покажем печорских язей. По количеству-то точно больше всех поймали. Прошлая проверка как бы была нормальная. Это вообще он раз. Так, это запасные крючки. Плескайся, плескайся. Следующую проверку ты трофейного нам должен принести. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 язей. Вот такой вот хариус, которого камера не запечатлела, значит глюканула, потому что батарея. 13 язей, хариус. И вот такой вот налим. Меньше килограмма. Но вместе с этим шпингалетом килограмм может будет. Ну вот такой вот у нас сегодня улов. Ждали налима, но и на язям. Язям тоже спасибо. Спасибо, Печора, за язей. Это все здорово. Тут будет и фарш, тут будет и ребра, и малосолочка будет, и даже жареха будет. Все отлично. Труды не прошли даром. Завтра кровь из носу. Едем за живцами. Завтра проверки не будет, потому что у нас закончились живцы. И пока мы не поймаем живцов, проверять не будем, потому что поднимать палки мы пока еще не собираемся. Мы еще порыбачим. Но для этого надо запас живцов наловить. Все, встречаемся, как говорится, при ловле живцов. Проверка будет у нас, если завтра поймаем живцов, то послезавтра. Если нет, то через 2 дня. Как-то вот так. Вот такая у нас сегодня получилась рыбалочка. Всем спасибо за внимание. И до встречи на канале Коми Рыбак. Увидимся.